Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Многие ли из нас знают о существовании лингвистической платформы LingvaDoc по описанию языков народов Севера? Сама платформа открывает для ученых много удобств. Здесь не только можно хранить, но и анализировать. Базы данных платформы могут быть полезны не только для лингвистов, но и для специалистов в других областях, например, для генетиков. Подробнее о лингвистической платформе мы сегодня поговорим. Гости у нас в студии Нинель Малышева, директор Департамента науки и инноваций СВФУ, кандидат филологических наук. Нинель Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте для начала кратко, что за платформа такая LingvaDoc? LingvaDoc – это цифровая лингвистическая платформа, которая предназначена для хранения, обработки и цифрового описания языков народов России. В 2021 году Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова стал официальным членом консорциума по описанию языков народов России. И в рамках деятельности данного консорциума мы сегодня коллективом Международной научной лаборатории лингвистической экологии Арктики Северо-Восточного федерального университета проводим работу по, во-первых, по сбору большого массива языковых данных, тех языков, которые сегодня функционируют на территории Республики Саха-Якутия. Обрабатываем этот материал на основе этой платформы и создаем образовательные курсы для того, чтобы и население, и дети, и школьники, и студенты смогли учить свой родной язык. При этом сегодня нужно сказать о том, что лаборатория лингвистической экологии Арктики, созданная в рамках реализации мегагранта правительства Российской Федерации, безусловно, проводит большую работу на этой платформе. Платформа была создана в 2014 году благодаря исследователям и программистам Института языкознания Российской академии наук и Института системного программирования Российской академии наук. И, безусловно, руководителем этого проекта является наша коллега, доктор филологических наук Юлия Викторовна Нормандская. И сегодня, конечно же, в условиях больших глобализационных процессов, когда идет активное размывание и диалектов, и языков, и культуры, с учетом миграционных процессов, урбанизационных процессов и особенно промышленного освоения северных территорий, сегодня мы должны думать над сохранением нашего уникального культурного и языкового наследия. Ну вот в Якутии у нас порядка 100 народностей, а сколько вообще в целом языков вы исследуете? Ну, в рамках нашего проекта мы в первую очередь, конечно же, исследуем языки коренных народов Севера. Это якутский язык, а также языки малочисленных народов Севера, которые функционируют на территории Якутии. Это долганский, юкагирский, венский, венкийский и чукотский языки. Языки, которые сегодня, согласно атласу ЮНЕСКО, относятся к числу исчезающих языков. И при этом, наверное, нужно сказать о том, что мы исследуем язык не только как объект или предмет научного исследования. Язык, прежде всего, для нас это один из устойчивых индикаторов развития северных территорий и, безусловно, это индикатор благосостояния этноса, потому что язык – это прежде всего жизненная энергия народа, без функционирования которого невозможно существование самого народа. Поэтому это достаточно очень важный, с одной стороны, и научный проект, с другой стороны, это очень социально значимый для всего населения научный проект. Ну и, безусловно, любой язык – это часть культуры, огромный ее пласт. А есть ли языки, которые пока вот у нас в республике не удалось охватить этим проектом? Работа началась в 2021 году. Конечно же, первостепенная задача – это обработка якутского языка, потому что мы, во-первых, проживаем на территории Республики Саха-Якутия, и лингвисты, которые были вовлечены в данный проект, они специализируются в области якутского языкознания, но при этом, конечно же, в перспективе мы хотим охватить и другие языки, но сейчас, с одной стороны, также идет работа по обработке юкагирского языка, потому что в этом направлении также у нас имеются специалисты, и это тоже одно из таких социально значимых и важных направлений якутского языкознания, тюркологии и национальной политики страны.
Ну, то есть научный потенциал вот Якутии в рамках темы сохранения и развития языков, он более чем высокий, насколько я понимаю. Безусловно, потому что в 2021 году, когда Северо-Восточный федеральный университет принимал программу развития до 30 года, в основу которой легли стратегические проекты, 3 стратегических проекта, один из которых был посвящен разработке технологий по сохранению и развитию языков коренных народов Севера и Арктики. При этом университет взял на себя достаточно большую миссию, стратегическую цель стать к 30 году ведущим научно-образовательным центром по сохранению языков коренных народов Арктики и Субарктики на мировом уровне. Потому что по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, даже если посмотреть те языки, которые в целом функционируют по миру, которые относятся к числу исчезающих языков, то языки, которые у нас функционируют, они сегодня показывают наиболее высокую витальность, то есть сохранность. И поэтому у нас есть сегодня возможность работать с этим уникальным материалом, и при этом, имея такой уникальный материал, мы можем сегодня разрабатывать те технологии, которые в последующем будут направлены на сохранение и развитие. И наша технология может быть востребована не только в Якутии, но и в субъектах, и в странах мира. Нина Васильевна, вот проект «Лингвадок» в рамках национального проекта «Наука» в Якутии получил большой грант, это 90 миллионов рублей на 3 года. Как был распределен и какие новые возможности у наших ученых появились? Ну, программа мегагрантов правительства Российской Федерации – это одна из самых крупных научных конкурсов на федеральном уровне. За всю историю существования мегагранта Республика Саха-Якутия стала победителем 2 проектов, и в рамках которых на базе университета были созданы 2 научные лаборатории мирового уровня. Первая лаборатория была направлена на разработку методов математического моделирования под руководством профессора Техасского университета Елчина Фендиева. И второй проект был выигран нашим коллективом под руководством Людмилы Сафроновны Замарчаковой, нашего наставника, и Леноры Гренобль, которая была вовлечена в данный проект как ведущий исследователь этого проекта. Цель этой программы заключается в том, чтобы были созданы на местах в регионах России мировые лаборатории мирового уровня под руководством мировых ведущих ученых, для того, чтобы они создавали на местах научные школы, чтобы в этих научных школах были подготовлены кадры, перспективные кадры в науке. Размер этого гранта составляет на 3 года 90 миллионов рублей. Безусловно, в этом проекте работает более 70 исследователей, и при этом здесь, наверное, нужно сказать о том, что 70% коллектива лаборатории – это все молодые исследователи до 39 лет. И основной показатель национального проекта «Наука и университеты» – это, безусловно, подготовка перспективных кадров науки. И до 2024 года по всей России число таких исследователей, доля таких исследователей должна составлять не менее 50% в общем числе всех исследователей России. То есть это очень хорошая возможность и очень эффективный механизм подготовки перспективных научных кадров науки, которые будут реализовывать проекты по направлениям стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. А будете ли еще подаваться на гранты? К сожалению, в 2023 году полностью поменялась архитектура этой программы. Ранее в рамках этой программы можно было бы подавать на продление, но при этом сегодня, кроме программы мегагрантов, также в рамках национального проекта «Наука университеты» при поддержке президента страны Владимира Владимировича Путина реализуются другие конкурсы научных программ и грантов. И благодаря тому коллективу, который сформировался в рамках нашего мегагранта, мы сегодня расширили свои границы направления своей деятельности. Да? И сегодня мы активно показываем коллаборацию не только лингвистов, но и при этом специалистов других направлений наук. Это и социологи, этнографы, картографы, географы и генетики, археологи. При этом вот коллаборация специалистов из разных областей знаний, конечно же, позволяет нам проводить исследования на более масштабном, комплексном плане, потому что сегодня одно из направлений стратегии научно-технологического развития Российской Федерации – это, конечно же, возможность ответа общества на большие вызовы
с использованием методов гуманитарных и социальных наук. Мы планируем, конечно же, дальше развиваться в этом направлении. Очень надеемся, что правительство Республики Саха-Якутия нас поддержит в этом направлении. Мы сегодня активно ищем индустриальных партнеров, которые смогут также поддержать наш проект, потому что проект, в первую очередь, он направлен на сохранение жизненной энергии народа. Нина Васильевна, вот вы отметили, что о важности сохранения родного языка неоднократно и президент России Владимир Путин говорил. Как вы оцениваете объем федеральной поддержки? Объем федеральной поддержки я оцениваю на высоком уровне, потому что вот та же программа мегагрантов, она, конечно же, в том числе была предназначена на развитие гуманитарных наук в регионах. С одной стороны, мы сегодня, конечно же, говорим о развитии технологического суверенитета в Российской Федерации, потому что наука сегодня выступает основой национальной безопасности страны. И только благодаря научным технологиям мы сегодня можем проводить, и, с одной стороны, исследования на мировом уровне, и, с другой стороны, мы можем сегодня повысить качество жизни населения, потому что, безусловно, научные результаты, они в первую очередь направлены на повышение качества жизни простого человека, да? Вот, и поэтому, конечно же, в рамках и национальный проект «Наука университета», который сегодня с 2019 года активно реализуется во всех регионах нашей страны, и другие федеральные программы, и поддержка аспирантов, и создание молодежных научных лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей, сегодня же, конечно же, нам показывают, насколько сильно федеральное руководство и руководство нашей страны поддерживает в том числе гуманитарные науки в регионах. Нина Васильевна, в заключении коротко хочу спросить, как у специалиста, как у кандидата филологических наук. Вот накануне у нас отмечался День родного языка. Как считаете, как у нас в республике и на Дальнем Востоке изменилось отношение к родному языку? Наверное, нужно сказать о том, что по сравнению с другими регионами в Республике Саха-Якутия очень успешно ведется госпрограмма по сохранению родных языков, в рамках которой не только исследователи, но и языковые активисты, люди, которые всей душой борются за сохранение языка, могут реализовывать сегодня свои научные идеи, творческие проекты в рамках этой госпрограммы. И как человек, который за последние 5 лет активно побывал в регионах и в районах Республики Саха-Якутия, могу сказать, что сегодня население обеспокоено сохранением языкового и культурного многообразия. Очень многие учителя, языковые активисты, родители хотят, чтобы дети с малых лет разговаривали на родном языке. Это, конечно же, нас, исследователей, окрыляет на новые научные направления. И, безусловно, сегодня при исследовании языков, языкового многообразия и диалектных единиц исследователи не могут проводить эти исследования без участия населения. То есть сегодня респондентами являются наше население, которое проживает на местах. Это хранители уникальной якутской культуры. Поэтому очень важно, чтобы они понимали это. И мы, с одной стороны, рады тому, что они нам помогают проводить наши исследования на должном уровне, потому что без материала мы не сможем эти исследования проводить. Нина Васильевна, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До новых встреч.